Безопасность граждан – один из приоритетов работы республиканских властей. Подготовка к паводку, противопожарная безопасность, защита на водных объектах. На комиссии ГО и ЧС подвели итоги прохождения половодья и пожароопасного периода. Приняли программу по повышению безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах. В ближайшее время она будет утверждена. Ольга Коняева подробнее. Большая вода в этом году пришла даже в те поселения, куда не заглядывала никогда. На водомерных постах зафиксировали предельный уровень воды, превышен исторический максимум. В 12 муниципалитетах подтопило 60 населенных пунктов, 711 жилых домов, больше 1000 придомовых территорий. Активное таяние снега спровоцировал накрывший республику теплый циклон. Ответственные службы работали на износ, чтобы последствия были как можно меньше ощутимы. Температуры достигали 26-28 градусов по территории республики. В Сыктывкаре 6 мая был отмечен исторический максимум дня 25,8 градуса. Кроме того, сопровождалось дождями ливневого характера до 27 миллиметров за ливень. И что очень сильно повлияло, значительным ветром, сильным ветром, 2-4 метра в секунду. Представители МЧС выявили недочеты в работе муниципалов. Задачу администрации любым путем, включая подомовой обход, донести до каждого прогноз синоптиков по паводку. Это ежедневно. А при штормовом предупреждении незамедлительно. Тем временем от населения Усть-Куломского района поступали жалобы об отсутствии информации. Недопустима и неточность оперативных данных. Так, в Удырском районе в один из майских дней при якобы нулевом подъеме воды за 4 часа затопило 10 домов. Кроме того, при подготовке к половодью не все учли необходимые резервы. Все проблемы обещают устранить. Так, в Усть-Куломском районе необходимо было оперативно возводить насыпь в селе Ягудьяк. Мешки искали на ходу, в запасе их не было. Усть-Цилимский район. При северном ветре, подъеме высокой волны на реке Печора стала существовать угроза уноса частных строений граждан. Бани, сараи, гаражи. Отсутствовали элементарно тросы, крепежный материал. Искали, применяли, можно сказать, с колес. Конечно, это обусловлено тем, что в текущем году затапливало даже те территории, которые ранее не подвергались потоплению. Вместе с тем, в будущем это надо учитывать. В 7 муниципалитетах был введен режим ЧС. Из резервного фонда республики направлены средства на ремонт 2 мостов в Ухте и Усть-Куломском районе. 4 муниципалитета получили 19 миллионов на единовременную помощь жителям при восстановлении жилфонда. Причем обращение об оказании финансовой помощи направляется к председателю комитета по ГО и ЧС не позднее 1 месяца с момента введения режима. Вот у нас 4 муниципальных образования. Одно из них, Усть-Цилимский, оно практически каждый год этой работой занимается. И вот как закон подлости или как-то по-другому, может быть, низкая исполнительность, этот муниципалитет в этом году хуже всего отработал. Дольше всех, с большими ошибками. Соответственно, людям деньги до конца дошли, там даже в начале октября некоторые из них получили. И закончилось тем, что, тем не менее, 900 тысяч им приходится теперь возвращать назад в бюджет республики. Вода не пощадила дороги. Разрушено 35 участков, это больше 2500 километров. Примерная стоимость ремонта – 76 миллионов. Заявка на федеральное финансирование отправлена, часть работ выполнена. Выделить средства на ремонт из бюджета республики распорядился глава региона Владимир Уйба. Для проведения оставшихся участков автомобильных дорог и искусственных сооружений нормативное состояние в 2021 году планируется выполнить восстановительных работ на 49,8 миллиона рублей. Пожароопасный период в Коми прошел относительно спокойно. 3 летчика-наблюдателя и 25 лесопожарных были направлены на подмогу в Красноярский край. Лесопожарная служба ежегодно укрепляется. В рамках нацпроекта «Экология» в регион поступило 4 единицы нового оборудования и 19 техники. Уже началась подготовка к следующему сезону. Не дремлют и надзорные органы. Муниципалитетам выписаны десятки предписаний. Изменились требования. Если раньше местные власти создавали условия для забора воды, то теперь нужно создавать сами источники наружного водоснабжения для тушения огня. А это уже совсем другое финансирование. Впрочем, положительные примеры есть. В Карткировском районе ежегодно строят десятки водоемов. Ведь следом за вами пойдет прокуратура. А сейчас этот муниципалитет скажет, а мне что делать? Мне сирот устраивать, им
деньги искать на выделение, или пожарный водоем делать, или заявление написать и уйти, и поступить на службу в МЧС, и ходить штрафовать и наказывать всех. Понимаешь, что мы, тем не менее, должны отрабатывать самое главное, это защиту людей, защиту населенных пунктов при возникновении лесных пожаров, но при этом не терять грань разума и не переходить границу, после которой, я еще раз повторяю, просто работать будет некому на местах. Хуже ситуация пока по безопасности на воде. Статистика этого лета печальная. Погибших на 39% больше по сравнению с прошлым годом. Среди них и дети. Уже сейчас разработан проект программы повышения безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах со сроком реализации до 2024 года. Основная причина гибели – это отсутствие доступных оборудованных мест отдыха. Мы это достаточно подробно разбирали на соответствующем заседании. Тем не менее, еще раз остановлюсь, опять же, в основном для руководителей муниципальных образований, в первую очередь, это недостаточное количество временных спасательных постов, бесконтрольность со стороны взрослых и несоблюдение правил безопасности поведения на воде. Как и в прошлый раз говорю, что, коллеги, здесь нужна совместная, постоянная, целенаправленная работа. Прошлой зимой жертвами тонкого льда стали 3 человека, а потому жителям еще раз напоминают, недопустимо использовать несанкционированные переходы и переезды. Запрещающие знаки уже стоят. К открытию готовят 103 ледовые переправы – автомобильные и пешеходные. Ольга Коняева, телеканал «Юрган».